Днем и ночью сколько людей, каждый из нас грешит, ошибается. Задумайтесь над тем, сколько людей не верует в Него, отрицает вообще в принципе Его существование. Нет веры у того, у кого нет. Больше всего подвергается испытанию кто? Война, которую развязала Россия, она продолжается. Но впереди еще непростой путь к победе. Как сталь закаляется через огонь, так и вера человека на самом деле закаляется через испытания, различные проверки. Встать на намаз, особенно утром, это сложно. Кто не встает на намаз, в этом проявляется. Кто бы нас ни бомбил сегодня, кто бы ни пытался лишить без света, без тепла, хотя при этом подло убегает с поля боя, кто бы сколько бы ни кидал эти кинжалы, крылатые ракеты, смерть, она приходит по повелению Всевышнего. Дорогие верующие, одно из имен Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, Ас-Сабур. Ас-Сабур. Ас-Сабур – это превосходная степень. Это не просто терпеливый, сабр, сабур, а много терпеливый. Задумайтесь над этим. Днем и ночью сколько людей, каждый из нас грешит, ошибается. Совершает не то, что он велел, но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля прощает, дает отсрочку, ждет раскаяния раба своего. Задумайтесь над тем, сколько людей неблагодарны. Задумайтесь над тем вообще, сколько людей не верует в Него, отрицает вообще в принципе Его существование Всевышнего. Но Субхану ва Тааля все равно дает отсрочку. Задумайтесь над тем, сколько тиранов, деспотов на этой земле есть. И самый яркий тому пример Фираун, который вообще возомнил, сказал «Эна раббукум ля-ля», да, как это упоминается в Коране, что он Господь есть величайший. Это же фараон так сказал. Но несмотря на это, Всевышний Аллах Ас-Сабур, терпеливый, он отправил к нему своих пророков Мусу и Лута, алейхим ассалям, и велел сказать фараону мягкое слово. Это все есть проявление его прекрасного имени Сабур. Терпение, о верующие, терпение есть колесо веры, колесо жизни. Именно через терпение, дорогие братья, проявляется правдивость каждого из нас, правдивость имана. Именно поэтому Всевышний говорит: неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они сказали, мы уверовали? Нет, конечно. Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду. И Он знает, конечно же, правду. Но Он испытает, чтобы это проявилось. И непременно узнает лжецов. Однажды Али, рады Аллаху анху, сказал так: «Аля инна сабра миналь имани биманзилити раси миналь джасад». О да, адату таукид. Терпение по отношению к вере подобно голове по отношению к телу. فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ بَعْدَ الْجَسَدِ. Если голову отрубили, снесли, то все, нету тела. ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ. А затем он, подняв голос, сказал: «Аля иннаху ла имана лиман ла сабра лах». О да, нет веры у того, у кого нет терпения. Дорогие братья, терпение – это всегда путь к тому, что лучше на самом деле. Терпение перед бедами, испытаниями – это всегда путь к тому, что лучше. Так, поэтому Умар ибн Абдул-Азиз, рады Аллаху анху, сказал так: «Ма ан'ама Аллаху аля абдин ни'матан фантаза'аха минху».
всякий раз, когда Всевышний Аллах дарует какую-то милость своему рабу, а затем забирает ее, фа'адаху макана ман таза минху сабр, а затем дарует ему, на самом деле, также терпение, которое мы проявляем, это милость от Всевышнего. А потом дает ему возможность проявить терпение за то, что Аллах отнял у него эту милость, забрал. Илля кана ма'авадаху хайрам мимман таза минху. То Аллах непременно взамен дарует ему нечто лучшее из того, что он забрал. Сумма кара, а затем он зачитал аят. Иннама юваффа сабируна аджрахум бигайри хисаб. Поистине терпеливым воздастся награда, даруется награда без расчета, без счета. Терпение, дорогие верующие, это признак силы на самом деле, признак величия. Терпение, о верующий, это свидетельство тому, что человек обладает выдержкой, человек обладает самообладанием. Как сталь закаляется через огонь, так и вера человека на самом деле закаляется через испытания, различные проверки, механ. Именно поэтому пророк, саллаллаху алейхи, сказал, ашадду наси балаан, больше всего подвергается испытанию кто? Аль-анбия, лучший из людей, пророки. Сумма салихун, а затем праведные люди. Сумма аль-амталь, фаль-амталь, а после них самый примерный, и далее менее примерный, и так далее, по нисходящей. Далее пророк, саллаллаху алейхи, говорит, юбталя раджулю аля хасби динихи. Человек испытывается на самом деле в зависимости от веры, от степени его веры. Фаин кана дину фи динихи салаба, если в его вере есть твердость, салаба, зида филь баля, то испытания, которые приходят на него, увеличиваются. В другой версии же этого хадиса добавлено, то есть пророк саллаллаху алейхи говорит, фаин кана фи динихи рикка, если же в его вере есть мягкость, то есть она не такая твердая, хуффифа анху, то с него смягчается, испытания даются ему меньше. Валя язалю балау биль му'мини, испытания непрестанно преследуют верующего человека. Хатта ямши аля аль-ард, до тех пор, пока он не ступает по земле, валяйса алейхи хатиа, и на нем нет ни одного прегрешения. Именно поэтому верующий Всевышний говорит, «Аваля ярауна аннахум юфтануна фи кулли амин марратан, ау марратейн, сумма ла ятубуна валахум язаккарун». Неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию 1 или 2 раза? Они не раскаиваются после этого и не поминают назидание. Это в контексте лицемеров, а большая часть на самом деле людей есть лицемеры. Так было при пророке, саллаллаху алейхи, так есть и так и будет, да упасет нас Аллах от этой участи. Именно поэтому, дорогие братья, некоторые сподвижники, если их не постигали трудности испытания, начинали сомневаться, не являются ли они лицемерами. И даже есть такие примеры. Но это, конечно же, не означает желать себе бед и испытаний. Нет. Потому что на самом деле в легкости и в комфорте может быть испытание для человека. Надо всегда просить у Всевышнего Аллаха здравия. Здравия и мира. О, верующий, терпение бывает 3 видов, как это упоминают многие ученые. Оно в послушании Аллаху, фиттаат, фил-айбада, в поклонении Всевышнему Аллаху. А образ жизни мусульманина — это и есть поклонение. И на самом деле в этом великом деле, в этом образе жизни необходимо постоянно проявлять терпение. Поэтому Всевышний Аллах, например, в частности в контексте о намазе, что говорит в суре Марьям: «Раббу самавати вал арди ва ма байнахума фа'будху вастабир ли ибадатихи халь та'ламу лаху самия». Господь небес, земли
и того, что между ними, поклоняйся же ему, и будь стоек, поклоняйся ему, фастабир, и будь стоек в поклонении ему. Знаешь ли ты другого с таким именем? Потому что встать на намаз, особенно утром, это сложно. Кто не встает на намаз, мы знаем из других хадисов, в этом проявляется нифак, лицемерие. Терпение, второй вид терпения. Терпение в том, чтобы не совершать зло, чтобы не ослушаться Всевышнего Аллаха, чтобы не грешить, не поступать так, как не угодно Ему. И это также великий вид терпения, великая степень терпения. Ведь, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Хуффатиль джаннату биль макари». Путь к раю усыпан тем, что неприятно. И наоборот, «Вахуффатиль нару бишшахават». А путь к огню, он усыпан чем? Страстями, тем, что завлекает человека. А также в терпение, третий вид терпения, терпение в том, что предписано Аллахом, в том, что непременно настигнет человека, в том, что является судьбой человека. И вспомните пример той женщины, которая лишилась дитя. У женщины умер ребенок. Представьте ее состояние. Об этом передает Анас ибн Малик. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проходил мимо нее, а она плакала. Она плакала у могилы своего ребенка. И тогда он сказал, «Иттакилля». Видимо, плакала, причитая. Потому что естественный плач, он не запрещен. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также плакал, когда у него умер сын Ибрагим. Это известный случай. Но мы понимаем из контекста, что это было за напто, як то кажут. И он сказал ей, «Иттакилляха васбири». Побойся Аллаха, прояви терпение. Факалят, илейка анни. Она ему сказала, отойди от меня. Фаиннака хильвун мин мусибати. Ты не знаешь, какая беда меня постигла. Фаджавазаха вамада. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил ее и пошел дальше. Фамарра биха раджулян. И мимо нее проходил некий другой мужчина и сказал, что тебе сказал посланник Аллаха? И тогда она удивленно спросила, это был он, я его не узнала. И тогда она пошла, то есть она устремилась после этого, когда узнала, что это был пророк, устремилась к его двери, не нашла никого там, и попросилась к нему и сказала ему, «Я Расуль Аллах, валлахи ма арафтуки». О, посланник Аллаха, я не узнала тебя. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ей что сказал? «Инна сабра», поистине терпение, «Аинда садматиль уля», «Аинда ауали садма». В первый момент, то есть когда беда настигает, вот именно в этот момент на самом деле проявляется терпение человека. Именно поэтому праведные предшественники, верующие, говорили «Ас-сабру индаль мусиба юсамма имана». Проявление терпения в момент испытания на самом деле называется проявлением веры. Поистине в день джума есть такой момент у верующих, когда Всевышний Аллах принимает наши мольбы. Фастагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, апостол. Дорогие верующие, война, которую развязала Россия, она продолжается. И это на самом деле лишь только Аллах, конечно, лучше знает 1/3 того, что мы прошли. Предстоит еще пройти 2/3. Аллах, конечно, лучше знает. И мы, хвала Аллаху, проявили терпение в первый момент, когда это все началось. Но впереди еще непростой на самом деле путь к победе. Этот путь, дорогие верующие, он усыпан трудностями, лишениями. И таковы установления Всевышнего Аллаха на самом деле.
Именно поэтому Всевышний говорит: «Ам хасибтум ан тадхулу джан, валамма я'тикум масалу лазина халау мин кабликум». Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников. Их поражали нищета и болезни. Они переживали потрясения, что посланник, такие потрясения, что посланник и уверующие вместе с ним говорили: когда же придет помощь Аллаха? Воистину, помощь Аллаха близка. До такой степени, можете себе представить? Более того, таков он путь веры, если мы говорим про испытания и лишения. А ведь Всевышний говорит: «Ам хасибтум ан тадхулу джанна, валамма я'лами Аллаху аллазина джахаду минкум, ва я'лам ас-сабирин». Или вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто боролся на его пути, кто сражался и кто был терпелив. И в борьбе, целью которой является победа за правду, победа за истину, всегда будет на самом деле накал, всегда будет эскалация, как это сейчас принято говорить. И поэтому же, сразу же после аята, который я только что процитировал, в той же суре, вслед за ним, Всевышний говорит: وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней, теперь вы увидели ее воочию. Да, эти аяты повествуют о конкретной битве при жизни посланника Аллаха, но мы черпаем из этих аятов, согласно правилу черпаем глубинные смыслы всего этого. И возможно будет так, что лучшие из нас покинут нас, потому что война продолжается, бомбежки продолжаются. И это, возможно, потрясет нас, как это потрясло сподвижников, когда на поле битвы, тут в этих аятах речь идет о битве при Ухуде, разнеслись слухи, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер. На самом деле он не умер, но очень сильно пострадал. До такой степени, что выбили его передние зубы. Куссират рубаиятуху. Но это не должно нас останавливать. Даже это не должно нас останавливать на пути к намеченной цели, к победе, иншаллах. Именно поэтому Всевышний, опять же, в этой же суре, вслед за этими двумя аятами, говорит: «Вама Мухаммадун илля расуль». Мухаммад является всего лишь посланником, до него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарно. На самом деле, что бы ни случилось, кто бы нас ни бомбил сегодня, кто бы ни пытался лишить без света, без тепла, хотя при этом подло убегает с поля боя, не просто убегает, а еще ворует оборудование с больниц. Я про автосалоны молчу. Это все, что говорят люди в освобожденном Херсоне. Воруют даже унитазы, как об этом свидетельствуют мусульмане в освобожденном Херсоне. Кто бы ни развязал эту дикую войну сегодня из зависти, злобы, пытаясь на самом деле уничтожить украинскую нацию, крымско-татарский народ, кто бы сколько бы ни кидал эти кинжалы, крылатые ракеты и так далее, мы должны быть, о верующие, стойкими и помнить, что на самом деле смерть, она приходит по повелению Всевышнего в срок отведенный. И на самом деле именно этот срок и оберегает человека от смерти. Как мудро отметили это наши предки, сказав, что инсана олюмден эджели куртарыр, сказав, что человека оберегает от смерти срок, отведенный для него. Именно поэтому Всевышний опять же говорит вслед за этими тремя аятами, которые я процитировал, в той же суре он говорит: «Вама кяна ли нафсин эн тамута илля би изниллях». Ни одна душа не умирает, кроме как
с дозволения Аллаха в предписанный срок тому, кто желает вознаграждения в этом мире, мы дадим его. И тому, кто желает вознаграждения в последней жизни, мы дадим его. Мы вознаградим благодарных. И это явно проявляется всегда при войнах. Это проявилось в войнах в Сирии, когда братья рассказывали, что втыкаются эти ракеты и не взрываются. Это и сейчас происходит, когда едешь в Херсон и видишь повтыканные эти грады, там, я не знаю, как они называются, но которые не разорвались. Это все всегда проявляется. Наша же задача, дорогие верующие, всегда быть благодарными. Что бы ни было, имеется в виду благодарными Всевышнему, быть терпеливыми, идти дальше к намеченной цели. Идти дальше, иншаллах, к победе. Именно поэтому Всевышний говорит, после этих 4 аятов, которые я уже процитировал, в той же суре, сколько бы пророков сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много набожных верующих. Они не пали духом. Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха. Не проявили слабости и не смирились. Ведь Аллах любит терпеливых. Победа всегда будет за теми, кто терпелив на своем пути. Кто уверен и убежден в этом. А мы, иншаллах, уверены и убеждены. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا